Конкурс состоит, как известно, из нескольких этапов. Первый этап — это была регистрация и заполнение анкет. По результатам регистрации мы получили 1033 регистрации заявок на участие. Далее следующий этап — это было прохождение онлайн-курсов с августа по октябрь. Дистанционное тестирование, оценка компетенции — это то, что происходило на предыдущем этапе, это с октября по ноябрь. Ну и предстоит нам сегодня следующий этап — это акселератор проектов в индустрии гостеприимства. Далее у нас идет следующий этап — это финал, определение победителей, это январь 2026 года. Из этих 253 проектов по результатам оценочных мероприятий, которые проводил экспертный совет, как я говорил выше, который состоит из экспертов Российской Федерации и Республики Абхазия, у нас к следующему этапу допущены 80 проектов, которые наиболее соответствовали бы тем критериям оценки в рамках конкурса. Какие у нас критерии оценки были? Прежде всего, это жизнеспособность идеи. Там оценивается реалистичность реализации проекта с учетом экономических, социальных, культурных и региональных условий. Следующий критерий — это было конкурентное преимущество. Следующий — это мультипликативный эффект, степень проработанности заявки, социальный эффект и другие показатели. То есть конкурсная комиссия, экспертная комиссия, которая оценивала данные проекты, руководствовалась определенным критерием. Я абсолютно уверен, что у этого конкурса будет большое будущее. Что касается министерства и важности для нас такого рода проектов, ни для кого не секрет, что всегда нужно и важно развивать новые интересные идеи, локации, продвигать нашу страну. И бесспорно то, что для нас этот конкурс в подспорье для того, чтобы и дальше развивать и улучшать сферу туризма в нашей стране.